Барс Медиа представляет. Нурлан Мирзаматов основал студию в 2016 году, которая занимается 2D и 3D анимационными фильмами. Нурлан окончил университет Мармара в Турции, после чего вернулся на родину. В 2013 году он стал сооснователем студии Акмыр. Через 3 года он открыл собственную студию. В его арсенале имеется 3 золотые и 10 серебряных кнопок от сервиса YouTube. В интервью с Барс Медиа он рассказал, где искать идеи для создания качественного контента и как превратить увлечение блогингом в основной доход. Начинали со съемок короткометражек, роликов. К 2016 году начали изготавливать контент для YouTube. То есть начали делать анимации и работать на YouTube тоже. Потом со временем это направление стало основным, а производство контента, роликов для местного рынка это как бы второстепенным. Мы изначально уже в виде маленькой команды, у нас было 4-5 человек, уже работали. И в этом плане, слава богу, нам очень повезло. Но самое трудное, наверное, было нам выйти на заработок, потому что первый год и 2 месяца мы работали только в минус. То есть мы с YouTube не зарабатывали даже базовые расходы на команду. На это ушло год и 2 месяца, и вот этот период для нас был самым сложным, наверное. Потому что нас кормили вот такие мелкие заказы, съемки, ролики и тому подобное. Касса с симулянтов тоже какой-то период нас, например, кормила. И параллельно делали контент для YouTube. Меня лично заразил Курман Жолдошев, Алмаз Темирбаев, Малик Усмонов. Это вот те люди, которые до нас начали на YouTube делать какой-то контент, зарабатывать на этом. И увидев их и понимая то, что у людей, у настоящих людей, у которых я знаю, что-то получается, значит это возможно. Когда людей видишь воочию, там рядом, которые это делают и у которых это получается, и значит это возможно, тогда уже легче верится. И, конечно, советами помогали, подсказывали. Здесь важнее, чтобы самому не стесняться, обращаться, просить, как, что. О том, как создаются 2D-анимации и разрабатываются сценарии, с нами поделился Адиль. Он один из авторов YouTube-канала Lights Creative Group. Именно наш отдел, мы делаем 2D-анимации, рассказываем истории для подростков, 12+ у нас аудитория, но нас еще смотрят дети, школьники. Мы рассказываем историю триумфа, провала из разных стадий жизни. Для этого используем программу Moho, 2D-программа, всемирно известная. Разные мультфильмы мировых компаний тоже делаются на этой программе. Друзья, любовь и, допустим, интернет. Здесь можно одну историю, связанные с любовью, с друзьями и с интернетом. Персонаж у нас будет главная героиня, девушка, нашла свою любовь в интернете, а друзья увидели, как парень в соцсетях там, с другими общается, там был подмечен у другой девушки там, в историях, как парень обманывает девушку. А здесь драматические ситуации. Так как у нас канал подростковый, мы ориентируемся и смотрим тренды, что любят подростки. Истории про школу, развод родителей, очень больная тема, и любовь, первая любовь. Но некоторым и мистика нравится, разные мистические истории, разные ужастики тоже нравятся. Сценарист у нас профессиональный, пишет нам сценарии и характеры там в 3 измерениях: социальный, физиологический и эмоциональный. И по ним уже образ рисуется. Как он в социуме состоит, у него сколько подписчиков, допустим, хромает ли он, болит ли у него что-нибудь. Ролики переводятся на другие языки: английский, кыргызский, русский, и сейчас начали турецкий недавно, испанский. Истории у всех одинаковые, мы дублируем наши каналы. Россия, Украина, Белоруссия — основные зрители. И Казахстан, Кыргызстан уже в последнюю очередь. Первое — это реклама самого YouTube. Второе — это платный контент, Patreon, разные
поддержки для авторов. И есть мерч. Если там блогер очень популярный, он выпускает свою линию там, одежды, там, аксессуаров, и через это тоже можно зарабатывать. Есть отдельные, как авиасейлс, услуги, которые сшивают в свой ролик эту рекламу, и зрители смотрят. 3D-анимацией студии Lights Creative Group занимается Ханат. Он также является автором канала. На одну серию, например, сколько времени, ну, смотря сколько аниматоров и сколько специалистов понадобится, но мы стараемся делать за неделю хотя бы одну серию. Это сложно сказать, потому что YouTube это такая вещь, которая... Многие думают, что если человек занимается YouTube, то у него обязательно должно быть миллионы просмотров, да? Но по-разному бывает. Например, хороший просмотр должен за 3 дня, за 2 дня набирать около 1 миллиона просмотров. То есть это наша цель. Иногда бывает, иногда не бывает. Иногда мы начинали в детской категории. Мы делали анимацию с колыбельными песенками, которые очень знамениты. Наверное, слышали, есть такой канал Кокомелон. Вот, после этого мы потихоньку уже переходим во взрослую категорию. Но во взрослой категории тоже есть разная аудитория, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому, как вы сказали, мы сейчас делаем для подростков. Но всегда, когда мы делаем свой контент, стараемся, чтобы он нам самим тоже понравился. Вот если я вдруг найду свой же контент на YouTube, я должен его посмотреть, я должен подписаться на этот канал, например. Вот. Но в будущем мы сядем на взрослую категорию. Сценарий мы даем, примерно тот же сценарист сидит вместе с художником, и художник рисует тех персонажей. После художника отдаем моделингу, они уже из вот этой 2D плоскости делают 3D модельки. После, то есть вместе с локацией получается все, что нужно для этого сценария. И моделлер берет и отдает текстурщику. Текстурщик что делает? Текстурщик красит вот этого персонажа, красит локации, где нужно асфальт. То есть асфальт должен быть синий, например, или серый. И после этого персонажу надо дать, как сказать, кости, чтобы он умел двигаться, умел глаза закрывать, открывать. Это тоже очень узкая, очень хорошая специализация. Риггер называется. Не знаю, в Кыргызстане, когда я сюда приехал, в Кыргызстане было очень мало риггеров. Сейчас, слава богу, уже немножко прибавилось. После риггера уже отдается, там тоже очень много мелких таких, как сказать, деталей и задач, но в целом скажу, после этого дается аниматору. То есть аниматор уже делает, анимирует. Ну, само собой, до этого есть раскадровка, смотря на раскадровку. После этого ставится свет, композинг мы называем. После композинга, то есть, например, погода дождливая, композер ставит дождь, там погоду делает пасмурной, там пыль поднимает, что-то делает, красит вот это, и уже рендерит окончательный вариант. И мы все сидим вместе и обсуждаем, смотрим, как вышел продукт. После этого ребята отдают мне, я выкладываю на YouTube. В общей сложности у нас больше 20 каналов. Но из 20 каналов активные рабочие каналы максимум 6 или 5. Потому что на многих каналах мы уже поработали. Многие каналы, может, из-за каких-то технических проблем закрыли, может, приостановили. Из-за неправильного контента, из-за неправильного использования YouTube, например. В какой-то момент, когда мы начинали на детском контенте, был такой тренд, бум-тренд, скажем, да? Ребенок должен был плакать. Тогда вот такие видосы набирали очень много просмотров. Потом YouTube понял это и начал блокировать такие каналы. Ну, само собой, иногда по ошибке мы в видосах показывали острые предметы, в видосах показывали то есть, неправильный пример для ребенка. Это самое главное. Вот из-за этого тупо закрывали. Не считали, честно. 40-50 компьютеров есть. Ну, есть, наверное, пару компьютеров, которые такие дорогие. А так в среднем 1000 с чем-то.
Мы продолжаем и детский контент делать, и в подростковый заходим, и в контент-креатинг для кыргызского сегмента тоже делаем. Максимально диверсифицируемся. Занимаемся, это вот детский контент для вообще маленьких до 5 лет. И есть контент от 12 лет, например, старше 12 лет. Есть контент для взрослых в виде сериалов, для студентов, например. Какой-то определенный контент, он самый такой рентабельный, не знаю, так сложно, наверное. К этому нужно просто самому прийти, изучать, анализировать рынок и под рынок производить контент. Первый шаг, наверное, нужно найти свой контент, что интересно для народа, и просто производить. Там есть еще технические критерии, после которого только можно будет подать на включение монетизации. О них, наверное, вы уже знаете, или люди, которые действительно заинтересованы, серьезно заинтересованы, они могут зайти на YouTube, просто написать, как зарабатывать на YouTube, и там есть критерии. Там нужно, наоборот, 4000 часов просмотра, первые 1000 подписчиков, и после этого только можно подать на включение монетизации.